Прывітанне. Вы глядзіце праект «Радыё Свабода. Беларусь пасля 26 студзеня». З вами Юрый Дракахруст. Вынік выбараў выглядае перадвызначаным. Але што не перадвызначана пасля іх? Адказ на гэта і іншае пытанне мы шукаем у размовах з аўтарытэтнымі палітолагамі, аналітыкамі, сацыёлагамі і гісторыкамі. Сёння наша гостья паліталагіня Роза Турарбекова. Роза, добрый день. Добрый день, Юрий. Як я уже сказаў, ёсць шмат падставаў лічыць, што выбары 25-го году не будуць ані свабоднымі, ані дэмакратычнымі, і што іх, так бы мовіць, пераможца ўжо перадвызначаны. Таму ў гэтай праграме мы гаворым не пра тое, што будзе на выбарах падчас выбарчай кампаніі, а што будзе пасля. Вот першае пытанне – гэта рэпрэсіі. Інтэнсіўнасць рэпрэсіяў і, прынамсі, колькасць палітвязняў як індыкатар гэтых рэпрэсіяў, ці будзе яна мяняцца пасля 26 студзеня 25 года? Но вот сейчас мы наблюдаем всплеск репрессий, они связаны с кампанией. По всей вероятности, людей, которых сейчас хватают, и одни получают административное наказание, других отправляют уже по уголовным статьям, идет расследование. Я думаю, что вот как раз к выборам, собственно говоря, и может быть наблюдаться такой вот пик признания. Количество политзаключенных, скорее всего, их станет больше. Я надеюсь, но я не уверена, я надеюсь, что после проведения выборов будет, по крайней мере, какое-то такое выравнивание в этой связи. Возможно, такая стабилизация, что называется, уровня репрессий, если так можно вообще в принципе говорить. Потому что то, что сейчас происходит в стране, не только с точки зрения статистической, но и даже с точки зрения личных связей, я хочу сказать на своем личном примере, что действительно ко многим людям приходят, многих задерживают, в том числе и среди знакомых моих знакомых или среди моих знакомых. Вот. И это вот за последнюю неделю стало просто очень таким видимым трендом, в связи с чем, например, я тоже пытаюсь помочь своим коллегам или тем коллегам, которые просят меня о помощи для своих родных и друзей. Вот, поэтому, в общем и целом, с моей точки зрения, если выражать осторожный оптимизм, то возможна стабилизация вот этого уровня, или, как там раньше говорили, плата, да, репрессий, после выборов. А на самом деле пока вот сейчас психологически ситуация очень тяжелая, поэтому крайне сложно говорить, в принципе, о том, что возможно, например, какая-то оттепель или отказ от политики репрессий. В целом, наверное, курс на репрессии сохранится. А вот давайте все ж таки по опциях, по сегментах. Ну, что тычыцца колькасці палітвязняў, то яна зніжаецца, калі карыстацца дадзенымі праваабарончай супольнасці, вясны, Хельсінскага камітэту, і яна зніжаецца з трэцяга кварталу 23-го году. Тады быў пік амаль 1500, потым она зніжалася, і вот зараз, літаральна гэтымі днямі, я просто паглядзеў, 1280. То есть это на 200, больше, чем на 200 знізілася. Зразумела, это вынік розных тэндэнцый. У кагосьці сажаюць, хтосьці адбывае тэрмін і выходзіць, як, напрыклад, недавно Ірина Левшина, а кагосьці мілуюць. Больш за 200 чалавек памілавалі. Так што гэты паказнік зніжаецца, але мы бачым у пэўным сэнсе паглыблення рэпрэсій. Раней так шмат не канфісковалі маёмасць, зараз канфісковваюць. Раней не было, скажем, рэпрэсіяў супраць родных палітэмігрантаў, родных палітвязняў, а зараз это уже, пра што вы казалі, значная опцыя. Так вот, на ваш погляд, все ж таки пасля 26-го яны супакоюцца, і этого всего не будзе. Ці будзе?
Ну вот относительно снижения цифр, то, о чем вы говорите, я тоже посмотрела статистику, в том числе статистику весны, и во многом вот это снижение, да, связывают как раз именно с истечением срока, да, отбывания наказания. Если вы помните, да, в 2020-2021 году давались сроки вот примерно 2-3 года. И вот, наверное, я думаю, что вот здесь вот имело бы смысл промониторить эту ситуацию и проанализировать, да, какой процент в этой связи был освобожден. Но то, что вот эта интенсивность, да, сохраняется буквально, давление на общество, да, сохраняется, это очевидно. А то, о чем вы говорите, новые формы, да, или там, скажем, новые группы людей становятся в качестве вот цели для репрессий, это свидетельствует о том, что репрессивная политика сохраняется курс, но изобретаются новые инструменты. Вот. И в этой связи я не считаю, что выборы станут какой-то там точкой отсчета для изменения этого курса. Поэтому я считаю, что курс репрессивный, он сохранится. Не знаю, что касается интенсивности, насколько это будет менее интенсивно после 26 января. Вот. Но то, что сохранится этот курс, это точно. И у меня нет никаких в этой связи, к сожалению, оснований утверждать, что изменение курса возможно. Вот, поэтому пока вот я придерживаюсь не осторожно оптимистичной оценки, а скорее традиционно пессимистичной оценки, я бы сказала так. Ольга Лойко у нашей передачи казала, что наприканцы 25-го году исполнится 5 годов з дня падзеяў 20-го году. Па многіх злачынствах, якія інкрымінуюць удзельнікам тых пратэстаў, 5 гадоў – это тэрмін даўніны. І нават цяпер многія справы, крымінальныя справы, якія адкрываюцца, палітычныя крымінальныя справы, это за то, это за 20-й год. Вот вы, як вы лічыце, ну, зразумела, як казаў Лукашенко, не да законаў часам, ці ўвесь час, но вот все ж таки вот эта вот мяжа, это эти 5 гадоў тэрміну, яны могуць скараціць рэпрэсіі? Возможно, и это будет зависеть, наверное, не только от такой интенции изменений внутренней, но и, возможно, и внешняя среда будет этому способствовать. То есть нельзя исключать эту опцию. Я понимаю, о чем говорит Оля, и я как бы хотела бы разделить этот осторожный оптимизм в отношении того, что вот все-таки вот хотя бы формально вот эта законная как бы рамка, она будет соблюдаться. Но, к сожалению, это, наверное, это будет такой избирательный подход. И вот эта вот избирательность, она, наверное, и будет сохраняться как такой дамоклов меч над теми, кто, может быть, по мнению силовиков, там, до сих пор не... как это сказать, не раскаялись, не разубедились или не разуверились. С другой стороны, такая оценка может быть. То есть очень сложно как бы сформулировать вот этот тренд, связанный с этим избирательным подходом. Почему в одних случаях людей как бы по истечению срока, да, выпускают, а других людей не выпускают, даже несмотря на возможное, там, я не знаю, покаяльное видео или там принятие участия в какой-то передаче на БТ. Вот. И вот эта неопределенность, она продолжает сохраняться. Я бы все это назвала таким выборочным подходом, который все-таки скорее свидетельствует о том, что иногда не до законов, чем до законов. Вот. Поэтому вот пока у меня такое мнение. Роза, вы уже сказали слово «оттепель», «адлига».
Якія шансы на тое, што яна адбудзецца, што яна пачнецца? У дадзеным выпадку размова ідзе не только пра зніжэнне інтэнсіўнасці рэпрэсіяў, но і больш шырокая, так бы мовіць, палітыка адпускання лейцаў, лібералізацыі, хай і асцярожнай, куртатай і гэтак далей. А ці ёсць вот в сістэме механізмы, якія працуюць на гэта? Вот механізмы, якія працуюць на працяг рэпрэсіяў, ёсць. Это хотя бы инерция. Сажали и будем сажать. А вот на смену курсу есть какие-то механизмы? Ну, пока сложно говорить об этом, но если не механизмы, то я считаю, что есть определенный кадровый потенциал, я бы сказала так, для этого. То есть те люди, которые во власти, но не были вовлечены напрямую в репрессии, или же они не были, там, скажем, частью вот этого там, серьезных больших там преступлений. Это, как правило, люди не задействованы там в силовом блоке, то есть это не силовики. Вот, это первое. Второе условие, я бы сказала, для того, чтобы возможность возросла вот этой оттепели, это ухудшение здоровья Лукашенко. Причем ухудшение зримое, видимое и настоящее. Это то, что, скажем так, следует из мирового опыта и изучения падения диктатур. То есть вот такие признаки оттепели, даже не оттепели, а именно признаки оттепели, смягчения курса наблюдались именно в связи с резким ухудшением здоровья, ну и в последующем, в течение там, нескольких лет физического ухода диктаторов. Ну, в частности, там имеется в виду Франко, там Салазар. Такие примеры были. Возможно, что-то в этом роде может произойти и в Беларуси. Пока других, извините, обстоятельств и условий для серьезного изменения курса, соответственно, оттепели, я пока не вижу. Мне кажется, что даже и внешне это мотивировать крайне сложно. Как вот было, например, в предыдущие периоды, когда происходило такое, ну не оттепель, но такое отступление от репрессий. Вот. Оно было скорее там связано с каким-то внешнеполитическим или международным контекстом. Вот. То сейчас с этим гораздо сложнее и непредсказуемо анализировать, это очень сложно в этих условиях. Потому что международная обстановка вокруг Беларуси и отношение международного сообщества к Лукашенко пока все еще является таким настороженным. В общем и целом диалога или торга пока не наблюдается как такого серьезного намерения, Вот, поэтому в этой связи я хочу сказать, что и оттепель, или вернее одним из факторов оттепели внешняя вот эта вот среда не может пока выступать в обозримом будущем. Под обозримым будущим я подразумеваю, конечно, только 25-й год. Мне очень сложно заглядывать дальше даже 25-го года. Это совсем непредсказуемые вещи. С моей точки зрения прогнозы очень сложно строить. Нам надо еще и дождаться прихода администрации Дональда Трампа и смены правительств в крупнейших европейских странах. Я имею в виду в первую очередь Германии, скажем так. Тогда можно будет говорить о каком-то международном контексте и, исходя из этого, строить анализ. Роза, вы уже пачалі адказваць на маё наступнае пытанне, а все ж таки ці можа змяніцца палітыка Захаду? Ну так, гэтыя выбары будуць несправядлівымі, несвабоднымі, нелегітымнымі, недэмакратычнымі і гэтак далей, але это, як кажуць, некая фокусная кропка, кропка адліку. Калі не цяпер мяняць палітыку, то калі? Калі рэжым абрынецца пад ціскам санкцый, а калі не абрынецца? Уже зараз сёлета гучалі і ўпершыню на палітычным узроўні прапановы, а калі вернуць амбасадараў, а калі, скажем, аслабіць санкцыі, як абмен на палітвязняў, а калі поговорить с Лукашенко, может быть. Может, он что-то разумное скажет. Так, он диктатор, так, нелегитимный, но тем не меньше он контролюет. Вот вы чакаете в 25-м годзе в сувязі з выбарамі, не ў сувязі з выбарамі, в сувязі з вайной, магчыма, мірнымі перамовамі, некай змены заходняй палітыкі?
Возможно, смена акцентов в связи с изменением политики Дональда Трампа. Но проблема заключается в том, что может ли Беларусь вообще попасть в фокус внимания администрации Дональда Трампа. Если она может попасть, то есть если Беларусь попадает в фокус, тогда возможно изменение акцентов. И то, что будет задавать Соединенные Штаты, какой они будут задавать буквально тон, да, это может повлиять в том числе и на курс Евросоюза, европейских стран в отдельности, например, как то Германии и Франции, ключевых, да, стран. С моей точки зрения, возможно еще и привлечение внимания к Беларуси именно в связи с переговорным процессом по Украине. Если этот переговорный процесс будет затеваться как масштабный процесс по достижению долгосрочного мира. Если этот переговорный процесс все-таки будет очень ограниченный только о прекращении огня, тогда навряд ли внимание будет привлечено к Беларуси в полной мере, вот в той мере, в которой бы, например, хотелось Лукашенко, да. Но если такой мирный процесс будет запущен, я имею в виду переговорный процесс, по достижению долгосрочного мира, тогда я не исключаю возможности привлечения внимания к Беларуси и, возможно, там не полного, но там половинчатого участия или в каком-то виде, в какой-то форме участия белорусской стороны, я имею в виду режима Лукашенко, потому что для того, чтобы достичь долгосрочного мира в Украине, все-таки, как мне кажется, необходимы гарантии безопасности белорусско-украинской границы. Для Украины, я имею в виду, чтобы не повторилось нападение с территории Беларуси. А в этом случае переговоры без белорусской стороны, по всей вероятности, по крайней мере формально, не могут вестись. Но это как это сказать, это конструирование в голове буквально, да, возможной такой опции. Посмотрим, еще раз я говорю, посмотрим на действия Дональда Трампа, а самое главное на результативность этих действий. Вот. Если то, что в свое время он заявлял, хотя бы в половину можно считать как бы реализуемым, тогда так или иначе Беларусь и Лукашенко попадает в фокус внимания именно администрации Дональда Трампа. А там уже возможно и раскрутка вот этой истории, связанная с субъектностью Лукашенко, с тем, что возможно вот такое отступление в качестве возвращения послов, да, возможно начало какого-то такого, скажем так, в сокращенном виде диалога, не в полном, но в сокращенном виде диалога. В этом смысле, да, вполне такое, я такое допускаю. Именно вот в такой последовательности. То есть, если эта последовательность будет сохраняться. Если же это будет просто переговоры о прекращении огня, я не думаю, что речь будет идти о Лукашенко. Роза, такое, так бы мовить, індикаторне питання. Оно про одного чоловіка, но насамрэч оно важное. В 25-м году вызволять Анджея Пачобута? Это важно. Да. Бо, наприклад, калі прийшла до влади платформа, ну от я асабіста думав, што Лукашенко просто вызваліць безо всяких умоваў, як іранцы в свой час в 80-м годзе, 81-м вызвалілі амерыканскіх закладнікаў, калі да ўлады прыйшоў Рэйган. Нічога не просячы взамен. Я думаю, што Лукашенко так зробіць. А вот як бы не вызваліў. Платформа уже год во ўладзе, ідуць разныя размовы, Воскресенского выпускаюць его ідыёцкімі прапановамі. Пачобуць сядзіць? Пачобуць выйдзе на волю ў 25-м годзе? Я бы, если можно, в процентном соотношении бы сказала вероятность выхода, да, Пачобута. И возможно, что к концу года или там, к концу лета 2025 года возможно, что там процент поднимется, там, я не знаю, я не очень высокий шанс даю, честно говоря. Там 30 против 70%. Это низкий очень шанс. Вот, но он есть, сохраняется. Вот. И, возможно, мне иногда кажется, что режим, и Лукашенко в частности, находятся в режиме ожидания предложений. Мне только так кажется. И оно не...
мое кажется, оно не основано ни на чем, то, что называется. Но по логике вещей они находятся в состоянии ожидания предложений с той стороны относительно смягчения санкций. То есть если мы отпустим Анджея Почобута, что нам за это будет? Вот. Что бы вы нам могли предложить? Вот, наверное, в этом смысле. И, возможно, такие уже предложения звучали, но тогда встает вопрос, наверное, эти предложения были слабыми с точки зрения Лукашенко. Мало дали, мало прапанавалі. Да, недостойными. Роза, наступнае пытанне пра сітуацыю ўнутры Беларусі, пра тое, што, так бы мовіць, прарастае скрозь асфальт. Ну вот мы бачым вяртанне ў палітыку былога палітвязня Андрэя Дмітриева. Ён выязджае за рубеж, ён выступае з палітычнымі дэкларацыямі. Анна Конопатская, ну, это все-таки это не Гайдукевич, это не спадар Хижняк. Некоторые кажут, и Дмитриев, и Конопатская, это просто марионетки, Лукашенки, это просто, это ничто. Нема про что говорить. Сапраўды нема пра што гаварыць. Ці вот это і ёсць тая магчымая альтэрнатыўная палітыка ў Беларусі, якая магчыма, а іншай не будзе. Магчыма, шмат гадоў. Вот такое будзе. Конопатская, Дмитриев, а больш нічога. Ці Гайдукевич, ну ці Лукашенко, адпаведна. Ніякага з'яўлення там, я не ведаю, новага Тихановскага, новага Бабарыка, нового Пазняка, ну, як бы, не чакайце. Ці варта чакаць, вот, здарыцца цуд, я не ведаю, што Deus Ex Machina, і будуць, вот, з'явяцца новыя, сапраўдныя, свабодныя, незалежныя, не на нітачках адміністрацыі, палітыкі, людзі, з'явы. Ну как там, политика – это искусство возможного, но не невозможного. Вот то, о чем вы сейчас говорите, это скорее про невозможное. Про возможное – это как раз вот то, что мы сейчас видим. Это Дмитриев, это Конопатская. Я бы в большей степени думала об Андрее Дмитриеве. Вообще появление этих фигур снова на политическом поле, там, марионетки, они выполняют задания спецслужб, там, являются ли они там контактными лицами режима там, и так далее и тому подобное. Там, как бы их используют для, там, вот того, для того, чтобы месседж какой-то определенный отправлять. Все это вполне как бы обсуждаемо, понятно, но просто необходимо констатировать, что поле это политическое, которое было зачищено, да, буквально там под ноль фактически. Вот, оно вот сейчас, как это сказать, обогащается режимом вот теми старыми фигурами, которые в свое время были фигурами вот этой эпохи диалога с 15 по 20 год. Что это могло бы значить? Вот с моей точки зрения это как раз и означает режим ожидания. Режим ожидания предложений со стороны Запада, в первую очередь Европейского Союза, потому что Андрей ездит в первую очередь в Европейский Союз. Вот, он был, да, и в Германии, насколько я понимаю, он и в Брюсселе был. Вот. То есть я думаю, что это вот таким образом. На всякий случай как бы отправляется в качестве такого канала коммуникации, вот, разыгрывается этот спектакль, но у этого спектакля тоже есть цель. Он не бессмысленный, у него тоже есть цель. И вот с моей точки зрения целью этого спектакля является как раз вот показать, что мы находимся в режиме ожидания. Вот что вы нам можете предложить? А у нас все-таки политика там может быть и вернуться к к образу вот до 2020 года. Вот, поэтому используются вот эти вот фигуры, которые в свое время символизировали вот эту вот эпоху диалога, да, с 15 по 20 год. Я бы на это смотрела как на такую игру властей. Вот вопрос заключается в том, что это за игра. Собственно говоря, пока вот так. Ну, уласна, раней яны в эту гульню не надто гулялі. Скажем, в 21 годзе того же Дмитриева отправили не в Берлин, да, а на зону.
І тая ж Канапацкая сидела, як той казаў, як мыш пад венікам. Она нават, вот, скажем, на парламенцкія выборы, здаецца, не ходила, на мясцовыя выборы, а зараз вот президенты пайшла. Это и есть та самая игра, которая снова вводится в политический или там в имитацию политического процесса. И адресат этой игры ясно не в Москве находится. Адресат этой игры находится там, куда Дмитриев, собственно говоря, и поехал. І апошняе пытанне – гэта лёс дэмакратычных сілаў. Ну, звычайна, этот тэрмін ужываецца, так склалася, да палітычнай міграцыі. Фактычна, усе удзельнікі палітычнага працэсу, які мы назіраем, які мы бачым на канферэнцыях «Новая Беларусь», это все эмігранты. Як мяняецца, як зменіцца вага розных плыняў гэтых самых дэмакратычных сілаў? Ну, вы маеце дачыненне да адной з гэтых плыняў, прямо скажем, але паспрабуйце абстрагавацца ад таго, то есть, зразумела, у вас ёсць пэўная пазіцыя, і вы хацелі бы, чтобы эта пазіцыя перамагла. Але часам в жыцці бывае так, што перамагаюць пазіцыі, якія мы не падзяляем. Ну, вот так бывает. І в этом сэнсе, калі это магчыма, у каго якія шансы? Якія шансы у Ціхановскай, там ён нехта называе нацыянальным лідарам, она ім астанецца, калі так, то в якой форме. І іншая плынь, якую мы убачылі менавіта сёлета, она можа, что называется, встать на крыло и как-то, прынамсі, на роўных канкураваць с тым мейнстрімам, які быў фактычна з 2020 года. На равных вряд ли. Для этого нет такого изначального потенциала, который основан на этой, собственно говоря, легитимации фигуры Тихановской. В этом смысле, несмотря на то, что вы говорите, что я принадлежу к определенному направлению и подходу, в этом смысле я всегда достаточно трезво оценивала эту ситуацию. И считала, и продолжаю считать, что фигура Светланы Тихановской, она навряд ли ей можно что-то или кого-то противопоставить внутри демократических сил. Но все, что связано с этим подходом, с одной стороны, требования давления и санкций, которое превратилось фактически в доктринерство в определенном смысле, очень такой жесткие рамки этого подхода и попытки его изменить ни к чему пока не привели. Это привело к формированию второго направления или второго подхода, который на сегодняшний день пополняется новыми рекрутами. И, как вы видели, так же, наверное, как и я, в Брюсселе мы увидели часть этой команды. Я имею в виду Ковалевского, Горбунову, Татьяну Хомич, Кравцова. Это, собственно говоря, люди, которые... и за этим мы можем также еще и сказать про блок Прокопьева-Егорова. В меньшей степени, возможно, молодёвый наступ и так само наша справа. Другой подход, более такой реалистичный, тактически иной, где на первое место ставится вопрос о политзаключенных как вопрос, который необходимо обсуждать с властями и в этом смысле выходить на диалог с режимом Лукашенко. А взамен, чтобы этот диалог состоялся, просить партнеров западных о смягчении санкций. Либо о том, чтобы эту санкционную политику, по крайней мере, не продолжать. Или проводить ее в усеченном виде, как, например, я формулировала, будучи в нашей справе, все-таки не объединять белорусские и российские пакеты и не ставить нас в один, как говорится, складывать в один пакет санкционный. То есть мы с вами сейчас наблюдаем такое расхождение именно подходов внутри демократических сил.
Это все, конечно, работает на раскол, это все работает на снижение даже популярности Светланы Тихановской, снижение ее значимости внутри демократических сил. Значимость ее фигуры в глазах западных партнеров не снижается, она будет на первом месте. С этим сложно что-либо там сделать, да и, наверное, не стоит с этим что-то там делать, там вредить этому, скажем так. Вот. Но вот факт остается фактом. Я признаю, пока констатирую, что вот сейчас так ситуация сложилась, и в дальнейшем она может развиваться таким образом, что влияние демократических сил оно будет сокращаться, и популярность, в том числе и Светланы Тихановской, ее офиса, кабинета, и Латушка, как бы фигуры номер 2 после Тихановской, будет снижаться. И это не потому, что я представляю другое направление, а потому что так или иначе я вижу, какое количество людей читает их страницы, какое количество реагирует на новости из офиса. Вот. И в общем и целом то, что не было преодолено вот это противоречие внутреннее, да, внутри демократических сил, это все не способствовало росту популярности Светланы Тихановской, вот, но и не сильно подняла ставки с другой стороны. То есть в этом смысле информационно мало кто выиграл. Но, я еще раз повторюсь, второй подход, как бы, условно говоря, развитие гуманитарного трека переговоров, он набирает новых рекрутов, и мы его видим теперь уже зримо с точки зрения фигур. Они выражают вот это свое мнение, они продемонстрировали свое отличие. Достаточно очевидно, в Брюсселе это было видно. Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі была паліталягіня Роза Турарбекова. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей і, прынамсі, за тым, што ж все ж таки будзе пасля 26 студзеня 2025 году, вы, шаноўныя гледачы, можете сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум». Дзякуй, да пабачэння.